В архивах спецслужб Киргизии хранились досье с грифом «Совершенно секретно», о существовании которых знали лишь несколько человек на самом верху. Документы с кодовым обозначением «Проект Раскол», бумаги, которые никогда не должны были увидеть свет. В них детальный план разжигания региональной розни, списки ключевых фигур в каждом регионе, схемы финансирования теневых операций. И в центре всей этой паутины одно имя, появляющееся на каждой третьей странице. Имя человека, который официально никогда не занимал высших постов, но чьи распоряжения выполнялись беспрекословно. Усин Сыдыков. Почему эти досье исчезли из архива сразу после Первой революции? Кто успел их забрать? И главное, что еще скрывают те страницы, которые так и не нашли? Представьте себе шахматную доску, где фигуры — не безликие пешки, а целые регионы страны, кланы, родовые структуры. Теперь представьте игрока, который не просто передвигает фигуры, но и устанавливает правила игры. Правила, при которых север и юг Киргизии не могут не конфликтовать. Не хотят, но вынуждены. Потому что система построена так, что любой президент, любой премьер оказывается заложником этого противостояния. Усин Сыдыков никогда не стоял у микрофонов с громкими заявлениями. Он действовал из тени, через доверенных лиц, через механизмы, которые большинство граждан даже не замечали. Но именно эти механизмы превратили традиционную родовую структуру киргизского общества в бомбу замедленного действия. Когда вы слышите слово «трайбализм», что приходит на ум? Древняя традиция? Неизбежное наследие кочевой культуры? А что если я скажу вам, современный киргизский трайбализм — это не пережиток прошлого, а тщательно выстроенная система управления, созданная во второй половине XX века? До определенного момента региональные различия существовали, но не были политизированы до такой степени. Люди помнили свои родовые корни, но это не мешало им работать вместе, жениться через региональные границы, вести бизнес. Что изменилось? Кто и зачем превратил культурное многообразие в политическое оружие? Мы проследили цепочку решений, каждая из которых казалась логичным само по себе, но вместе составляла план по расколу страны на враждующие лагеря. И на каждом этапе этой цепочки всплывает один и тот же человек, серый кардинал киргизской политики. Бывший чиновник из аппарата президента, который согласился говорить только при условии анонимности, рассказывает историю, от которой стынет кровь. Я видел документ, список назначений на ключевые должности в регионах. Рядом с каждой фамилией стояла пометка «Север» или «Юг». Но распределение было странным. Южан специально назначали на чувствительные посты на севере, северян — на юг. Не для примирения. Наоборот. Для гарантированного конфликта. Потому что любое решение нового назначенца автоматически воспринималось местными как предательство их интересов в пользу чужого региона. Когда этот чиновник попытался спросить о логике такого подхода, ему ответили: это старая схема. Так работает с 70-х годов. Система баланса. Баланса. Или система управляемого хаоса? Усин Сыдыков понимал главное правило власти — разделяй и властвуй. Но его гениальность была в том, что он не создавал разделение с нуля. Он использовал существующие структуры, родовые связи, региональную идентичность, историческую память о древних конфликтах. Он не выдумывал противоречия. Он их усиливал, направлял, монетизировал. Каждый конфликт между Севером и Югом автоматически укреплял его позицию как единственного, кто может договориться с обеими сторонами. Каждый президент приходил к власти с обещаниями единства. И каждый быстро понимал, без Сыдыкова он не сможет управлять. Потому что именно Сыдыков контролировал ключевых людей по обе стороны раскола. Именно он мог одним звонком успокоить бунтующий регион или, наоборот, подлить масло в огонь. Вот вам конкретный пример. 90-е годы, первые годы независимости. Страна строит новую государственность. И вдруг серия коррупционных скандалов. Но не просто коррупция, а выставленная на показ. Северные чиновники обвиняются в хищениях в южных регионах. Южные функционеры попадаются на махинациях на севере.
Случайность? Или спланированная кампания? Архивы следственных органов тех лет показывают странную закономерность. Дела возбуждались одновременно, по схожим сценариям, и в каждом случае обвиняемый был представителем противоположного региона. Кто координировал эти расследования? Кто решал, какое дело раздуть, а какое похоронить? Усин Сыдыков занимал в те годы должность, которая формально не предполагала влияния на силовые структуры. Но свидетели вспоминают, именно в его кабинете решалась судьба самых громких обвинений. Почему судьи и следователи советовались с человеком, который не имел официальных полномочий? Деньги. Давайте поговорим о деньгах. Потому что любой конфликт нуждается в финансировании. Протесты не организуются сами собой. Лояльные СМИ не работают бесплатно. Нужные люди в нужных местах требуют зарплаты. Откуда брались средства на поддержание системы управляемого конфликта? Независимые журналисты, которые годами изучали теневые финансовые потоки в Киргизии, обнаружили интересную вещь. Существовали неофициальные региональные фонды, структуры без юридического статуса, которые тем не менее перекачивали серьезные деньги в местную политику. Эти фонды появлялись перед каждым крупным конфликтом и исчезали после его завершения. Бенефициары менялись. Но координатор оставался один. Документы показывают, финальное решение о выделении денег принималось после консультаций с одним человеком. Имя не указывалось в бумагах. Просто, после согласования с КК. Начальная буква распространенного киргизского обращения «коул», «каке», уважительное «дядя», «старший». Все знали, кто скрывается за этой буквой. Существовал внутренний круг, группа людей, которые понимали реальную картину происходящего. Не политики первого эшелона, те как раз часто были искренне убеждены, что борются за справедливость. Внутренний круг — это технические исполнители системы. Люди, которые организовывали народные митинги, писали нужные аналитические записки, размещали компромат на оппонентов. Один из них, уехавший из страны после очередной революции, согласился дать интервью. Мы получали инструкции через посредников. Четкие, детальные, с указанием дат и мест. И всегда одна и та же логика — обострить противоречия, но не доводить до полного разрыва. Довести до точки кипения и тут же предложить мудрого посредника. Этим посредником всегда оказывался кто-то из людей Сыдыкова. Мы создавали проблему, а он продавал решение. На вопрос, почему они это делали, бывший член круга отвечает просто «деньги». Хорошие деньги. И страх. Потому что те, кто пытался выйти, с ними случались неприятности. Не обязательно физические. Но карьера заканчивалась. Бизнес разорялся. Репутация уничтожалась. А что думали обычные люди? Те, кто не был посвящен в закулисные игры? Они видели конфликт как естественный процесс. Юг всегда был против нас. Северяне считают себя выше. Стереотипы укоренялись с каждым годом, с каждым конфликтом. И самое страшное, они начинали подтверждаться. Потому что когда общество разделено на два лагеря, каждая сторона видит только подтверждение своих предубеждений. Южанин, которого обошли при назначении, верит, что это из-за региональной дискриминации. Хотя на самом деле он был неудобен конкретному куратору. Северянин, который сталкивается с враждебностью в южном городе, уверен, что его ненавидят за происхождение. Хотя на самом деле местные просто видят в нем ставленника центра, который игнорирует их нужды. Усин Сыдыков не создавал эти обиды. Но он следил, чтобы они никогда не заживали. Каждый раз, когда намечалось примирение, происходило новое событие, разжигающее рану заново. Слишком последовательно, чтобы быть случайностью. Документальное кино часто показывает политику как противостояние идей, программ, харизматичных лидеров. Но реальная власть — это контроль над механизмами. Усин Сыдыков создал механизм, который работал независимо от того, кто сидел в президентском кресле.
Более того, любой новый президент неизбежно становился частью этого механизма. Потому что альтернатива — полная дестабилизация страны. Представьте, вы приходите к власти с искренним желанием объединить страну. Начинаете реформы, пытаетесь назначить профессионалов независимо от региона. И вдруг волна протестов. Президент забыл о юге. Север захватил все должности. СМИ раздувают скандалы. Ваш рейтинг падает. Вы оказываетесь перед выбором, сдаться или продолжать. Большинство сдавалось. И тогда приходил посредник. Мудрый, опытный человек, который знает, как договориться. Который имеет связи в каждом регионе. И вы, президент суверенной страны, обнаруживаете, что реально управляет не вы. Это он решает, кто получит должность, кто — контракт, кто будет объявлен другом, а кто — врагом. 300 семей. В Киргизии часто говорят о 300 семьях, которые контролируют экономику и политику. Это не точная цифра, скорее символ клановой олигархии. Но внутри этих 300 существует узкий круг, может быть 20, может 30 человек, которые по-настоящему влияют на решения. Усин Сыдыков был не просто одним из них. Он был связующим звеном. Человеком, который мог позвонить северному клану и сказать: необходимо поддержать этого кандидата, а на следующий день позвонить южному и убедить в обратном. При этом обе стороны верили, что он на их стороне. Потому что он никогда не говорил прямо. Он намекал, советовал, предупреждал о возможных последствиях. И каждая сторона слышала то, что хотела услышать. Это требовало виртуозного политического чутья. И абсолютной беспринципности. Потому что для такой игры нужно не верить ни во что, кроме собственной власти. Один из президентов, назовем его условно первый, чтобы не нарушать хронологию расследования, пытался вырваться из этой системы. Он был достаточно амбициозен, чтобы поверить в свою независимость. Провел серию назначений, игнорируя рекомендации Сыдыкова. Результат. Через 3 месяца страна оказалась на грани регионального конфликта. Протесты на юге, блокировки дорог на севере, призывы к отставке президента. Оппозиция вдруг получила невероятные ресурсы для мобилизации. СМИ, которые раньше были лояльны, развернулись на 180 градусов. Президент продержался еще полгода, а потом сдался. Публично это выглядело как прислушивание к голосу регионов. На деле — капитуляция. После этого он уже не пытался играть самостоятельно. Усин Сыдыков вернулся в тень, контролируя ситуацию так же, как раньше. Урок был усвоен всеми последующими лидерами: можно царствовать, но только с разрешения серого кардинала. Почему граждане Киргизии не восстали против этой системы? Почему не потребовали настоящего единства? Потому что система защищала себя через иллюзию демократии. Каждые несколько лет — выборы, смена лиц, новые обещания. Люди честно верили, что голосуют за перемены. И формально перемены были: новый президент, новое правительство, новая риторика. Но базовая структура власти не менялась. Север и юг продолжали конфликтовать. Коррупция процветала. Ключевые решения принимались за закрытыми дверями. Усин Сыдыков и его сеть оставались незыблемыми. Более того, каждая революция, а их было несколько, только укрепляла систему. Потому что в хаосе перемен люди цеплялись за привычные региональные идентичности. Свои против чужих. И каждый раз находились посредники, которые восстанавливали порядок, возвращая страну в привычную колею управляемого конфликта. Гениальность замысла в том, что граждане искренне требовали именно того, что укрепляло систему. Они требовали представительства регионов и получали квоты, которые институционализировали раскол. Они требовали справедливости и получали показательные аресты, которые еще больше разжигали региональную вражду. Существует теория, что трайбализм в Киргизии неизбежен из-за исторических и географических факторов.
Горная страна, где каждое ущелье веками жило обособленно. Кочевое прошлое с его родовой структурой. Это звучит убедительно. До тех пор, пока не сравнишь с другими странами. Казахстан — похожая история, похожая география. Но уровень регионального конфликта несопоставим. Почему? Может, потому что там не было Усена Сыдыкова? Или потому что там выбрали другую модель управления, жесткую вертикаль власти, которая подавляла любые попытки регионализации? Киргизская модель была иной, формальная демократия плюс теневое управление через родовые структуры. И эта модель требовала постоянного конфликта. Потому что в условиях стабильности граждане начинают задавать неудобные вопросы: куда уходят деньги? Почему экономика не растет? Почему коррупция процветает? А в условиях регионального противостояния все вопросы сводятся к одному: чей регион получает больше? И этот вопрос всегда можно использовать для отвлечения внимания от реальных проблем. Личная жизнь Усена Сыдыкова окружена легендами. Одни говорят, что он жил скромно, избегая демонстрации богатства. Другие утверждают, что его семья владела недвижимостью в нескольких странах. Истина, вероятно, посередине. Он понимал правило: настоящая власть не должна быть заметна. Олигархи с яхтами и дворцами вызывают зависть и гнев. Серый кардинал, который ездит на скромной машине и живет в обычном доме, невидим. Но при этом его дети учились в лучших зарубежных университетах. Его внуки росли в достатке, который был недоступен 99% киргизстанцев. Откуда деньги? Официально он получал государственную зарплату. Неофициально контролировал потоки, которые исчислялись миллионами. Не напрямую. Через доверенных лиц, через компании, зарегистрированные на дальних родственников. Через благотворительные фонды, которые занимались чем угодно, только не благотворительностью. Расследовать эти схемы сложно. Документы разбросаны по разным юрисдикциям. Свидетели боятся говорить. Но финансовые эксперты, изучавшие экономику Киргизии, сходятся в одном: существовала теневая налоговая система, параллельная официальной. И Усен Сыдыков был ее главным сборщиком. Кто из нынешних политиков Киргизии осмелится назвать его имя публично? Кто признается, что работал в этой системе? Никто. Потому что признать существование серого кардинала значит признать собственную марионеточность. Ни один политик не хочет выглядеть куклой в руках теневого контролера. Поэтому официальная история Киргизии игнорирует Усена Сыдыкова. В учебниках его имя, если и упоминается, то мельком, как одного из многих чиновников переходного периода. Нет улиц его имени. Нет памятников. Нет громких некрологов в государственных СМИ. И в этом молчании главное доказательство его реального влияния. Потому что по-настоящему опасных людей не обсуждают публично. О них говорят шепотом, оглядываясь. О них спорят на кухнях, а не в парламенте. И именно такое отношение — лучшее свидетельство того, что система, которую он создал, жива и сегодня. Может быть, у нее новые имена, новые лица. Но механизм тот же: разделяй, управляй, оставайся в тени. Но чтобы понять масштаб его влияния, нужно заглянуть за кулисы публичной жизни. Что знала его семья о том, что происходит на самом деле? Дочь Усена Сыдыкова, которая никогда не давала интервью журналистам, однажды обронила фразу в частной беседе с подругой, случайно записанную на диктофон во время семейного праздника. Эта запись просочилась в сеть спустя годы, уже после того, как все закончилось. Отец приходил домой другим человеком. На публике он улыбался, пожимал руки, говорил о единстве народа. Дома молчал. Сидел в кабинете до глубокой ночи, курил одну сигарету за другой, хотя врачи запрещали. Мама спрашивала, что случилось. Он отвечал: «Ты не поймешь. Это необходимо». Я никогда не знала, что именно было необходимо. Только много позже, читая газеты о конфликтах между регионами, я начала складывать картинку.
И поняла, каждый раз, когда страна разгоралась, отец переставал спать. Семья серого кардинала жила в двух реальностях одновременно. Внешняя реальность, скромный дом в тихом районе, обычные соседи, которые здоровались через забор, дети в государственной школе, хотя могли учиться в частной. Внутренняя реальность, телефонные звонки в 3 часа ночи, черные машины без номеров, которые забирали отца на тайные встречи, охрана, которая формально не существовала, но всегда присутствовала неподалеку. Жена Сыдыкова научилась не задавать вопросов. Не потому, что боялась. Потому что понимала, ответы разрушат тот хрупкий мир, в котором они все еще могли притворяться обычной семьей. Дети росли, зная, что отец — важный человек, но не понимая масштаба его влияния. Только когда старший сын попал в университет и начал интересоваться политикой, он осознал, фамилия, которую он носит, открывает любые двери. И одновременно ставит метку, от которой невозможно избавиться. Один преподаватель рассказывал студентам о коррупции в Киргизии, приводя примеры теневых схем управления. Сын Сыдыкова сидел в аудитории и вдруг услышал описание механизмов, которые слишком точно совпадали с тем, что он случайно подслушивал в отцовских разговорах. Преподаватель не называл имен, но намеки были прозрачны. После лекции студент подошел и спросил напрямую: «Вы говорите о моем отце?» Преподаватель побледнел. Попросил забыть этот разговор. Больше не касался этой темы в своих лекциях. Через месяц он уволился из университета и уехал из страны. Никто не угрожал ему открыто. Просто однажды утром он обнаружил, что его банковские счета заблокированы за технические нарушения. Потом начались проверки налоговой. Потом анонимные звонки посреди ночи. Он понял послание: есть темы, которые не обсуждаются публично. Семья Сыдыкова — одна из таких тем. Но двойная жизнь имеет свою цену. Невозможно годами притворяться перед самыми близкими людьми и сохранить душевное здоровье. Жена Сыдыкова начала замечать изменения в муже еще в середине 90-х годов. Он стал подозрительным. Проверял телефон, не прослушивается ли. Менял маршруты, когда ехал домой. Однажды заставил всю семью экстренно переехать в другой дом, объяснив это временными мерами безопасности. Временные меры растянулись на 2 года. Потом они вернулись, но прежнего спокойствия уже не было. Дочь вспоминает, как отец внезапно мог прервать семейный ужин, услышав что-то по телевизору, и уйти звонить. Как он требовал, чтобы дети не рассказывали в школе, где именно работает их отец. Как однажды, увидев определенного человека на улице, он развернулся и повел семью в противоположную сторону, хотя они спешили на важную встречу. Мы думали, он параноик. Только позже я поняла, он знал то, чего не знали мы. Он видел опасности, которые были реальны, хотя и невидимы для обычных людей. Пока Усин Сыдыков создавал систему управления конфликтом, его семья платила цену этого управления. Старшая дочь хотела заниматься журналистикой. Отец запретил. Не объясняя причин, просто категорически «нет». Она выбрала медицину, уехала учиться в Россию, потом в Европу. Вернулась через 10 лет, когда отец уже был тяжело болен. На вопрос, почему он не хотел, чтобы она стала журналисткой, он ответил просто: потому что журналисты задают вопросы. А в нашей стране некоторые вопросы опасны для тех, кто их задает, и для их семей. Младший сын пошел в бизнес. Но каждый его успех вызывал подозрения: это его способности или отцовские связи? Он пытался доказать, что может сам. Открыл компанию в сфере, далекой от государственных контрактов. Но даже там обнаруживал, что конкуренты отступают слишком легко. Кто-то звонил им перед важными тендерами. Кто-то намекал, что лучше не связываться с этой фамилией. Существовал момент, когда жена Сыдыкова попыталась вырваться из этой системы. 2002 год — очередной политический кризис. Страна на грани. Ее муж исчезает на неделе, практически живет в служебном кабинете. Дети взрослые, у каждого своя жизнь. И она вдруг осознает: я прожила 30 лет с человеком, которого не знаю.
Она требует объяснений. Настоящих объяснений, не дежурных фраз о государственных делах. Иусин Сыдыков впервые за все эти годы говорит правду. Не всю, но достаточно, чтобы она поняла масштаб. Он рассказывает о том, как устроена реальная власть в стране. О механизмах, которые он создал. О том, что откат назад уже невозможен, потому что система стала больше любого отдельного человека, включая его самого. Жена слушает. И задает один вопрос: а было ли другое решение? Он молчит долго. Потом говорит: наверное, было. Но я его не увидел. Или не захотел увидеть. После этого разговора что-то изменилось в их отношениях. Жена перестала быть просто спутницей жизни. Она стала хранительницей тайны, от которой не могла избавиться. Психологи знают, когда человек узнает правду, которая разрушает его представление о мире, он проходит через стадии: отрицание, гнев, торг, депрессию, принятие. Жена Сыдыкова прошла все эти стадии за несколько месяцев. Отрицание. Нет, мой муж не может быть причиной страданий тысяч людей. Гнев. Как ты мог? Как ты смел делать это, возвращаясь домой и целуя своих детей? Торг. Может, ты преувеличиваешь свое влияние. Может, все не так страшно. Депрессия. Долгие недели молчания, когда они жили в одном доме, но практически не разговаривали. И, наконец, принятие. Не оправдание. Именно принятие факта: человек, которого она любила, одновременно был архитектором системы, разрушившей единство страны. Можно ли любить человека и ненавидеть то, что он сделал? Она научилась жить с этим противоречием. Теперь поговорим о другой стороне. О тех, кто заплатил цену системы Сыдыкова, не имея выбора. Семья учителя из южного города, назовем его Маратом. 98-й год, экономический кризис. Зарплаты не платят месяцами. Марат выходит на митинг, требуя элементарного: вовремя платить учителям. Митинг мирный, без политических лозунгов. Просто отчаявшиеся люди, которые не могут кормить семьи. Но кто-то из организаторов решает радикализировать протест. Появляются лозунги: «Север забрал наши деньги». Справедливость для Юга. Марат не кричит эти лозунги. Он просто стоит в толпе, держа плакат «Зарплату учителям». На следующий день его вызывают в районное управление образования. Показывают фотографию с митинга, где он стоит рядом с человеком, державшим радикальный плакат. Объясняют: понимаете, сейчас напряженная обстановка. Такие митинги могут быть неправильно истолкованы. Вы, как учитель, должны быть примером стабильности. Марат возражает: я требовал законного. Ему кивают: мы понимаем. Но все же лучше воздержаться от публичных акций. Через неделю его переводят в другую школу. Более отдаленную, меньше зарплата. Формально это не наказание. Просто оптимизация кадров. Марат понимает послание: система наказывает даже за правомерный протест, если этот протест можно использовать для разжигания регионального конфликта. Его жена работала в местной больнице. После истории с митингом к ней тоже начинаются претензии. Неожиданные проверки, придирки к документации, намеки на нелояльность. Она не понимает, что она сделала. Ее вина только в том, что она жена человека, который посмел требовать справедливости. Дети Марата сталкиваются с травлей в школе. Не от учителей, от одноклассников, чьи родители узнали о неблагонадежной семье. Подростковая жестокость умножается на политизацию общества. Ребенка называют предателем региона за то, что его отец якобы играл на руку Северу, требуя зарплату вместо поддержки региональных интересов. Логика абсурдная, но в атмосфере всеобщего подозрения она работает. Семья Марата начинает разрушаться под давлением. Жена срывается в истерику: «Зачем ты пошел на этот митинг? Не мог потерпеть?» Он отвечает: «Я учитель.
Я должен учить детей отстаивать правду. Как я могу учить, если сам молчу о несправедливости? Она кричит: «Твоя правда разрушила нашу семью». История семьи Марата не уникальна. Это паттерн, повторявшийся сотни раз по всей стране. Кто-то честно требует справедливости. Система немедленно клеит на него ярлык: северный агент, южный сепаратист, оппозиционер, враг стабильности. И запускает механизм давления. Не грубого, не открытого. Тонкого. Перевод на худшую работу. Отказ в кредите. Проблемы у детей в школе. Задержка документов. Внезапные налоговые проверки. Каждое действие формально законно. Но их совокупность создает невыносимое давление. Большинство людей ломается. Кто-то уезжает из страны. Кто-то просто замолкает, научившись не высовываться. Кто-то спивается, не справляясь со стрессом. А система продолжает работать. Усин Сыдыков лично не отдавал приказы против учителя Марата. Скорее всего, он даже не знал о его существовании. Но он создал механизм, который работал автоматически, наказывая любого, кто пытался выйти за рамки управляемого конфликта. Это и есть настоящая власть, когда система функционирует без прямых указаний, потому что все участники знают правила игры. Кто виноват в трагедии семьи Марата, Сыдыков, создавший систему, или безымянные исполнители, которые провели проверки и переводы? Или все граждане, которые молча наблюдали, как ломают неугодных? Существовал человек, который был близок к Сыдыкову долгие годы. Назовем его Сергей, условное имя, потому что он до сих пор жив и боится называть свое настоящее имя. Сергей работал в структуре, которая обеспечивала региональный баланс, так официально называлась работа по управлению конфликтом. Он искренне верил, что делает благое дело. Что предотвращает гражданскую войну, аккуратно регулируя напряжение между севером и югом. Сыдыков был для него наставником. Человеком мудрым, опытным, который видел на несколько шагов вперед. Они вместе пили чай, обсуждали ситуацию в регионах, планировали профилактические меры. Сергей гордился доверием, которое оказывал ему Усин Абдрахманович. Думал, что посвящен во все секреты. До того момента, когда случайно обнаружил документ, которого не должен был видеть. Это был внутренний отчет одной из теневых структур. Детальный анализ того, как определенные действия правительства спровоцировали протесты в конкретном южном регионе. И главное, рекомендации, как использовать эти протесты для усиления контроля центра. Документ был подписан кодовым именем, но Сергей узнал почерк резолюции на полях. Это был почерк Сыдыкова. И в этот момент он понял, протесты не были стихийными. Их спровоцировали специально. Создали проблему, чтобы потом продать решение. Сергей пришел к Сыдыкову с этим документом. Ожидал объяснений, оправданий. Вместо этого услышал спокойный вопрос: «Ты понимаешь, что теперь ты знаешь слишком много?» Сергей не ответил. Просто развернулся и ушел. На следующий день подал заявление об увольнении. Сыдыков не удерживал. Просто сказал: «Ты сделал правильный выбор. Береги семью». Через месяц у Сергея начались проблемы. Неожиданно. Его компания, которую он открыл после увольнения, не может получить лицензию. Бюрократические препоны на каждом шагу. Банк отказывает в кредите без объяснения причин. Старые друзья перестают брать трубку. Никто не говорит открыто, но все понимают, с ним лучше не связываться. Сергей получает послание: можешь уйти из системы, но система не уйдет из твоей жизни. Ты можешь молчать, и тогда мы оставим тебя в покое. Или можешь говорить, и тогда. Угроза не озвучивается. Не нужно. Каждый, кто работал в структурах власти, знает, что может случиться с неудобными свидетелями. Не обязательно физическое насилие. Достаточно разрушить репутацию. Обвинить в коррупции. Представить предателем.
Посадить под домашний арест на волне борьбы с коррупцией. Вариантов много. Результат 1 – молчание. Сергей молчал 15 лет. Его семья жила скромно, избегая любого внимания. Дети выросли, не зная, чем именно занимался отец в годы своей службы. Жена не спрашивала, научилась понимать по взгляду, когда тема закрыта. И только когда Усин Сыдыков умер, Сергей решился заговорить. Не публично, дал интервью иностранному журналисту при условии полной анонимности. Рассказал о механизмах, которые видел изнутри. О том, как создавались и управлялись конфликты. О роли Сыдыкова в этой системе. Интервью опубликовали. В Киргизии его почти не заметили, слишком многие не хотели замечать. Но Сергей наконец смог спать спокойно. Он выполнил долг перед совестью. Поздно. Возможно, слишком поздно. Но выполнил. На вопрос, жалеет ли он о тех годах, что молчал, Сергей отвечает: каждый день. Но я понимаю себя тогдашнего. Я боялся. Боялся за семью, за детей, за будущее. Храбрость, роскошь, которую могут позволить себе только те, кому нечего терять. У меня было что терять. Я выбрал молчание. И этот выбор преследует меня до сих пор. Можно ли было поступить иначе тогда, в 2005-м, когда система была на пике силы? Или любая попытка сопротивления закончилась бы трагедией? Предательство имеет много форм. Иногда предают убеждения. Иногда — людей. Иногда — самого себя. Сергей предал свои идеалы, когда понял, что служит не справедливости, а механизму угнетения, но продолжил молчать. Сыдыков предал страну, превратив ее из единой нации в набор враждующих кланов. Политики, которые знали правду, но играли по правилам системы, предали избирателей. Журналисты, которые писали то, что выгодно власти, предали профессию. Обычные граждане, которые голосовали по региональному принципу, предали идею общего будущего. Круг предательства замыкается. Все виноваты. И одновременно никто не виноват лично. Потому что система устроена так, что вины нет. Есть только объективная необходимость, региональная специфика, исторические особенности. Удобные формулировки, за которыми прячется правда. Горстка людей выстроила механизм контроля, жертвуя единством страны ради собственной власти. И все остальные либо помогали этому механизму, либо молчали, либо становились его жертвами. Был ли шанс остановить это? Была ли точка невозврата, после которой система стала неуязвимой? Или можно до сих пор разрушить ее, если найдется достаточно смелых людей? Существует место в Бишкеке, которое знают только посвященные. Не туристические достопримечательности, не официальные здания власти. Место встреч теневого правительства. Один из таких адресов — особняк на окраине города, формально принадлежавший благотворительному фонду. Фонд занимался чем угодно, только не благотворительностью. Это было место, где решалась судьба страны. Без протоколов, без записей, без свидетелей. Усин Сыдыков приезжал сюда регулярно. Всегда в разное время, никогда не по расписанию. Охрана знала его в лицо, пропускала без вопросов. Внутри скромно обставленная комната, длинный стол, несколько стульев. Ничего лишнего. Никаких символов власти, портретов, флагов. Просто комната, где собирались те, кто по-настоящему управлял Киргизией. Их было немного. Иногда 5 человек, иногда 8. Редко больше. Они обсуждали назначения, бюджеты, кризисы. Принимали решения, которые потом оформлялись официальными указами президента. Один из охранников этого особняка, который работал там в конце 90-х годов, рассказывает, атмосфера была странная. Люди приходили напряженные, выходили еще более напряженными. Почти никогда не улыбались. Однажды он услышал обрывок разговора, когда один из посетителей вышел покурить.
Человек говорил по телефону: «Нет, это невозможно». Сыдыков не согласится. Значит, придется использовать план «Б». Что такое план «Б», охранник не знал. Но интонация была такая, будто речь шла о чем-то опасном. Потом этого посетителя больше не видели. Спустя месяц охранник узнал в новостях: человек попал в автомобильную аварию. Выжил, но получил серьезные травмы, ушел из политики. Совпадение? Или послание тем, кто думал о плане «Б»? Особняк стоит до сих пор. Формально там офис какой-то компании. На самом деле пустое здание. После революции 2005 года его спешно покинули. Документы уничтожили. Оборудование вынесли. Остались только стены, которые хранят память о решениях, изменивших судьбу миллионов. Местные жители обходят это место стороной. Говорят, там неспокойно. Не в мистическом смысле. Просто слишком много темной истории связано с этими стенами. Слишком много судеб было сломано решениями, принятыми в той скромной комнате. Усин Сыдыков любил это место. Потому что здесь он чувствовал себя настоящим хозяином. Не нужно было притворяться скромным чиновником. Здесь все знали, кто он на самом деле. И эта честность, пусть и циничная, была для него глотком свободы. Можно ли назвать свободой жизнь в постоянной игре, где каждый ход может стать последним? Где доверять нельзя никому, потому что любой может стать следующим предателем или следующей жертвой? Сыдыков выбрал эту жизнь. Получил власть, о которой другие только мечтали. Заплатил за нее ценой, которую большинство не готово платить. Стоило ли это того? Он унес ответ с собой. Были и другие места. Загородная дача, куда Сыдыков уезжал отдыхать. На самом деле там проходили еще более секретные встречи. С людьми, которых нельзя было видеть в городе. Иностранные консультанты. Представители бизнес-структур из соседних стран. Эмиссары от кланов, которые не могли публично признать контакты с властью. Эта дача была зоной вне юрисдикции. Что там обсуждалось, неизвестно. Но результаты этих обсуждений проявлялись через неделю в виде новых политических решений, экономических сделок, неожиданных союзов. Местные жители знали, когда к даче приезжает много машин, скоро в стране что-то изменится. Они научились читать эти знаки. Много машин ночью, значит, кризис. 1-2 машины днем — рутинное дело. Долгая тишина, затишье перед бурей. Дача сгорела в 2010 году. Официально — замыкание проводки. Неофициально — уничтожение улик. Кто-то решил, что некоторые секреты должны остаться секретами навсегда. Цена власти исчисляется не только в деньгах и влиянии. Она измеряется в человеческих судьбах. Семья учителя Марата — 1 из 1000. Сергей, предавший свои идеалы, 1 из сотен. Дети Усена Сыдыкова, выросшие в тени отцовских тайн, тоже жертвы системы, хотя и привилегированные. Региональные конфликты, разжигаемые для управления страной, унесли жизни. Не в прямых столкновениях Киргизия избежала полномасштабной гражданской войны. Но в тысячах мелких трагедий. Человек не получил работу из-за неправильного региона, его семья обнищала. Предприниматель не смог развить бизнес, потому что не принадлежал к нужному клану, его проект задушили проверками. Студент не поступил в университет из-за неформальных квот, его талант остался невостребованным. Тысячи маленьких несправедливостей, каждая из которых казалась незначительной. Но их сумма — это сломанные жизни целого поколения. Это цена системы Усена Сыдыкова. Цена, которую платили другие, пока он сидел в своем кабинете и управлял балансом сил. Можно ли посчитать эту цену? Сколько стоит разрушенная судьба? Сколько весит потерянное будущее страны, разделенной на враждующие части? Сам Сыдыков никогда не отвечал на эти вопросы. Возможно, потому что знал ответ.
И этот ответ был слишком страшен, чтобы произнести его вслух. Но к концу жизни архитектор системы начал терять контроль над собственным творением. За 3 месяца до того, как все изменилось, в узком кругу произошла встреча, о которой не должен был знать никто. 5 человек собрались не в особняке, не на даче, в квартире на окраине Бишкека, которую невозможно было связать ни с одним из них. Все приехали на такси в разное время, зашли через разные подъезды. Меры предосторожности были беспрецедентными даже для людей, привыкших к секретности. Один из участников той встречи, назовем его просто первым, спустя годы рассказал о том разговоре журналисту, записывавшему на диктофон дрожащей рукой. Мы понимали, дальше так продолжаться не может. Система пожирает саму себя. Сыдыков теряет контроль, хотя делает вид, что все под управлением. Но мы видели цифры. Экономика разваливается. Регионы на грани открытого конфликта. И главное, он болен. Серьезно болен. Скрывает, но врачи шепчут. Нам нужно было решить, что будет после. Эти 5 контролировали ключевые точки системы. Финансы, силовые структуры, медиа, региональные кланы, внешние связи. Вместе они были стержнем, на котором держалась вся конструкция. Но стержень начал трескаться. Сыдыков постарел не на 10 лет за последние 5, на 20. Походка изменилась. Руки дрожали, когда он подписывал документы. Голос стал тише, приходилось напрягаться, чтобы расслышать. Память начала подводить, он мог повторить одно и то же указание трижды, забыв о предыдущих разах. Ближний круг делал вид, что не замечает. Потому что признать слабость лидера означало признать уязвимость всей системы. Но в той квартире, в тот вечер, 5 говорили правду. Страшную правду: архитектор конструкции умирает. А чертежей нет ни у кого. Мы спорили 3 часа. Кто-то предлагал взять управление на себя коллективно. Кто-то настаивал на поиске преемника. Один говорил, нужно все разрушить и начать заново, честно. Его подняли на смех. Мы слишком глубоко увязли. Отступать некуда. Вопрос остался открытым. Они хотели спасти страну или спасти свои позиции? И есть ли разница, когда система стала неотделима от людей, которые ее олицетворяют? Решение не приняли в ту ночь. Разошлись с договоренностью встретиться через неделю. Встреча не состоялась. Потому что через 3 дня один из 5 был найден мертвым в своем кабинете. Официальная версия — сердечный приступ. Человек был относительно молод, здоров, регулярно проходил проверки. Вскрытие провели быстро, тело кремировали в течение суток. Медицинское заключение подписал главврач, который был обязан Сыдыкову карьерой. Остальные 4 получили послание. Некоторые разговоры опасны даже в тайне. Система защищает себя. Жестоко, без колебаний, на опережение. После этого группа распалась. Каждый вернулся к своей роли, делая вид, что ничего не происходит. Но теперь они смотрели друг на друга иначе. Потому что каждый думал, кто-то из нас донес Сыдыкову. Кто-то предал. А значит, доверять нельзя никому. Паранойя, которую Сыдыков культивировал в обществе десятилетиями, вернулась к нему и его ближайшему кругу. Они сами стали жертвами созданной системы. Когда власть построена на взаимном страхе, этот страх рано или поздно пожирает создателей. Мог ли Сыдыков остановить этот процесс? Или он уже не контролировал монстра, которого вырастил? Архивы. Поговорим об архивах. В каждом государстве существуют документы, которые не предназначены для публикации. Протоколы закрытых заседаний, оперативные записки, служебные переписки. Но в случае с системой Сыдыкова речь шла о чем-то большем. О параллельном архиве, существование которого отрицалось официально. Хранилище документов, которые никогда не должны были попасть в государственные архивы. Досье на каждого значимого политика, бизнесмена, силовика. Компромат, собранный методично, годами.
Финансовые схемы с детализацией до конкретных счетов и бенефициаров. Записи переговоров, сделанные без ведома участников. Фотографии, видео, доказательства того, что могло разрушить карьеры, семьи, жизни. Это была страховка. Гарантия того, что никто не посмеет выступить против системы. Потому что у системы есть рычаг давления на каждого. Бывший сотрудник спецслужб, который имел доступ к части этих материалов, вспоминает: «Я видел папку толщиной в 5 сантиметров на человека, который публично считался безупречным. Чиновник, благотворитель, отец 3 детей, верующий. В папке доказательства связи с теневым бизнесом, фотографии с любовницей, записи разговоров, где он обсуждает откаты. Все аккуратно систематизировано, датировано, готово к применению». Таких папок были сотни. Тысячи. Вся элита страны была под колпаком. Где хранился этот параллельный архив? Точно неизвестно. Говорят о 3 местах одновременно: защищенном бункере под одним из зданий КНБ, личном сейфе Сыдыкова в его резиденции и цифровой копии на серверах за границей. Троичная система хранения гарантировала: уничтожить все одновременно невозможно. Даже если один источник скомпрометирован, остальные 2 сохранят информацию. Но в последние годы жизни Сыдыкова что-то пошло не так. Часть архива исчезла. Не была уничтожена контролируемо, именно исчезла. Папки на ключевых фигур вдруг оказались пусты. Электронные файлы повреждены или удалены. Сыдыков провел внутреннее расследование, но виновных не нашли. Или не захотели найти. Потому что версия была одна: кто-то из ближнего круга готовил почву. Забирал компромат на себя и своих союзников, оставляя Сыдыкова без инструментов контроля. Это было предательством высшей пробы. Не громким, не публичным. Тихим, методичным, растянутым на месяцы. К моменту, когда Сыдыков понял масштаб утечки, было уже поздно. Его власть держалась на страхе. Но если исчез компромат, исчез и страх. Остались только личные связи, традиция подчинения, инерция системы. Достаточно ли этого, чтобы управлять страной? 2 месяца до конца. Усин Сыдыков вызывает к себе начальника службы безопасности. Разговор короткий, жесткий. Кто взял файлы? Начальник разводит руками: проверяем, работаем, пока не ясно. Сыдыков не повышает голос. Просто говорит тихо, почти шепотом: найдете или станете первым подозреваемым. Угроза прозрачная. Начальник уходит и через час подает рапорт об отставке по собственному желанию. Покидает страну через неделю. Уезжает в Турцию, где у него давно приготовлена запасная квартира и счет в банке. Сыдыков не останавливает. Потому что понимает: начальник знал, кто взял файлы. Возможно, сам участвовал. Но выбивать признание бессмысленно. Архив уже в чужих руках. Игра окончена. Вопрос только: когда новые владельцы компромата нанесут удар? Через месяц? Через год? После смерти Сыдыкова? Он начинает жить в ожидании этого удара. Спит по 3 часа в сутки. Проверяет еду на яды, хотя официально это не признается. Меняет маршруты передвижения ежедневно. Ограничивает круг общения до минимума. Доверяет только семье, но и им не говорит всей правды. В архивах государственных спецслужб, которые сохранились, есть странная аномалия. За последние полгода жизни Сыдыкова — провал. Целые разделы удалены или засекречены на срок 75 лет. Официальное объяснение: материалы касаются национальной безопасности и методов работы спецслужб, раскрытие которых может навредить интересам государства. Реальное объяснение: в этих разделах была правда о том, что происходило в верхах власти. О борьбе за архивы, о внутренних конфликтах, о приближении краха системы. Кто-то очень влиятельный распорядился закрыть эту информацию. Причем распоряжение отдано уже после смерти Сыдыкова.
Значит, его преемники заинтересованы в сокрытии правды не меньше, чем был заинтересован он сам. Потому что правда разрушила бы легитимность новой власти. Показало бы, что революции 2005 и 2010 годов были не народным восстанием против диктатуры, а борьбой элитных группировок за контроль над системой, которую создал Сыдыков. Граждане думали, что свергают тиранов. На самом деле меняли одну группу кукловодов на другую. Система осталась. Изменились лица. Усин Сыдыков ушел. Но его наследие продолжает жить. Кто владеет архивами сегодня? И используют ли новые хозяева компромат так же, как использовал его создатель? Болезнь. Давайте поговорим о том, о чем молчали при жизни. Усин Сыдыков страдал от прогрессирующего заболевания последние 8 лет своей жизни. Официальный диагноз неизвестен, медицинские карты засекречены. Но свидетели видели симптомы. Тремор рук, усиливающийся со временем. Проблемы с равновесием, из-за которых он начал пользоваться тростью, объясняя это старой травмой колена. Резкая потеря веса, которую пытались скрыть костюмами на размер больше. Периоды спутанности сознания, когда он мог забыть, о чем говорил минуту назад. Личный врач приходил к нему ежедневно, иногда дважды в день. Привозил лекарства в анонимных упаковках, без маркировки. Список препаратов никогда не записывался. Все держалось в памяти врача, который понимал, его жизнь зависит от сохранения тайны. Медсестра, которая ассистировала на некоторых приемах, вспоминает, он отказывался от госпитализации категорически. Говорил, в больнице слишком много людей, слишком много утечек. Предпочитал лечиться дома, даже когда это было опасно. Однажды у него случился приступ прямо во время приема лекарств. Потерял сознание на несколько минут. Очнулся, первое, что спросил, кто видел. Мы заверили, что только мы трое, врач, я и охранник у двери. Он заставил нас поклясться, что никто никогда не узнает. За 8 лет у власти Усин Сыдыков состарился так, будто прожил 20. Фотографии 92-го года показывают мужчину в расцвете сил. Крепкий, энергичный, с ясным взглядом и уверенной осанкой. Фотографии 2000 года показывают старика. Сгорбленного, с глубокими морщинами, прорезавшими лицо, с потухшим взглядом. Седина полностью захватила волосы. Кожа стала пергаментной, натянутой на кости. Под глазами темные круги, выдающие хроническое недосыпание. Руки покрыты старческими пятнами, вены вздулись, как веревки. Он пытался скрыть эти изменения. Носил перчатки даже в помещении, объясняя это чувствительностью к холоду. Избегал фотографов, а когда фото были необходимы, настаивал на определенном освещении и ракурсе. Официальные портреты ретушировались так сильно, что человек на них выглядел на 20 лет моложе реального Сыдыкова. Но обмануть можно публику, не близких. Семья видела распад. Жена просила его оставить политику, уйти, пока не поздно. Он отказывался, если я уйду, они уничтожат все, что я создал. И нас уничтожат заодно. Единственная защита — оставаться у руля. Физиология власти — не метафора. Это медицинский факт. Хронический стресс разрушает организм на клеточном уровне. Повышенный кортизол, гормон стресса, убивает нейроны, ослабляет иммунную систему, провоцирует воспалительные процессы. Постоянное напряжение приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, гипертонии, инсультам. Недосыпание нарушает все восстановительные процессы. Организм работает на износ, без возможности передышки. Усин Сыдыков жил в этом режиме десятилетиями. Каждое политическое решение — стресс. Каждый конфликт, который нужно управлять, — напряжение. Каждая угроза его власти — выброс адреналина. Тело не может выдерживать такое бесконечно. Оно сдается. Постепенно, по частям. Сначала страдает сон. Потом память. Потом начинаются физические симптомы. Дрожь,
слабость, боли. Врачи говорили ему: «Остановитесь, отдохните, делегируйте полномочия». Он смеялся: «Делегировать кому? Тем, кто ждет моей слабости, чтобы занять мое место?» Он был прав. Система, которую он создал, не знала пенсий. Только две позиции: у власти или в могиле. Он выбрал держаться до конца. И тело мстило за это каждый день, каждый час, каждой секунды боли, которую он скрывал от окружающих. Можно ли сохранить человечность, живя в постоянной борьбе? Или власть неизбежно сжигает того, кто к ней прикасается? Врач Усена Сыдыкова, который лечил его последние 5 лет, исчез через месяц после смерти пациента. Уехал в неизвестном направлении, не предупредив даже близких родственников. Медсестра, ассистировавшая ему, отказывается давать интервью, ссылаясь на врачебную тайну. Но один раз, в частном разговоре, обронила фразу, которую записал случайный свидетель: он умирал 3 года. Просто делал вид, что еще жив. Что это значит? Клиническая смерть произошла в конкретный день, зафиксированный документами. Но фактическое угасание началось гораздо раньше. Организм сдавался по частям. Мозг работал все хуже. Органы отказывали один за другим. К концу он держался на лекарствах, которые давали временный всплеск энергии, но истощали организм еще сильнее. Это была агония, растянутая на годы. И самое страшное, он осознавал это. Понимал, что умирает. Но не мог остановиться. Потому что остановка означала конец власти. А власть была единственным, что удерживало его систему от коллапса. Его личная жизнь стала заложницей созданной им конструкции. В последний год жизни Усен Сыдыков почти не выходил из дома. Официально это объяснялось режимом усиленной работы. На деле он физически не мог. Подниматься по лестнице стало невозможно без посторонней помощи. Ходить больше 50 метров вызывало одышку. Он принимал посетителей в кабинете, сидя в кресле, из которого не вставал часами. Помощники приносили документы, он подписывал, едва удерживая ручку дрожащими пальцами. Иногда подпись была неразборчивой, и приходилось переделывать бумаги. Он злился на собственное тело, которое предавало его так же, как предавали люди. Кричал на врачей, требуя чудесного лекарства, которое вернет ему силы. Врачи молчали, зная, что чуда не будет. Семья пыталась облегчить последние месяцы. Жена читала ему вслух, когда он был слишком слаб, чтобы читать сам. Дочь приезжала с внуками, надеясь, что это принесет радость. Но он смотрел на детей отстраненно, будто не узнавая. Его мысли были заняты другим. Он все еще пытался управлять, давать указания, контролировать ситуацию. Даже когда контроль стал иллюзией. Даже когда все понимали, что реальную власть уже захватили другие. Он цеплялся за нее до последнего вздоха. Что движет человеком, который готов умереть, но не отпустить власть? Страх того, что будет после? Или зависимость, сравнимая с наркотической? После смерти Усена Сыдыкова власть в Киргизии не перешла к одному преемнику. Началась эпоха коллективного управления, которая продлилась несколько лет и закончилась серией революций. Но один человек выиграл больше всех. Назовем его просто бенефициаром. Формально он не занимал высших постов при Сыдыкове. Был на вторых ролях, в тени, тихо и незаметно. Но сразу после смерти Сыдыкова его влияние резко выросло. Через год он контролировал ключевые бизнесы, которые раньше принадлежали людям Сыдыкова. Через 2 года стал одним из главных политических игроков. Через 3 фактически управлял страной через подставных президентов. Как это произошло? Расследование показывает интересную картину. Бенефициар был тем самым человеком, который имел доступ к архивам. Неполный доступ, но достаточный, чтобы скопировать самые ценные материалы. Компромат на ключевых фигур элиты. Финансовые схемы, которые можно было перехватить.
Списки людей, готовых к сотрудничеству за определенную цену. Он действовал медленно, осторожно, годами готовя почву. Усин Сыдыков подозревал, но не мог доказать. К моменту, когда доказательства появились, было уже поздно. Болезнь ослабила Сыдыкова настолько, что борьба была невозможна. Проследим экономический след. В 1998 году бенефициар был скромным чиновником с зарплатой, едва позволяющей содержать семью. В 2003 году он уже владел недвижимостью в столице, акциями нескольких компаний, счетом в швейцарском банке. Откуда деньги? Официальная версия – успешные инвестиции. Реальность – перехват финансовых потоков, которые раньше шли к людям Сыдыкова. Как он это сделал? Используя информацию из архивов. Он знал, кто в какой схеме участвует. Приходил к этим людям с предложением: либо делитесь, либо информация становится публичной. Большинство делились. Некоторые отказывались. Те, кто отказывался, вскоре сталкивались с проблемами. Налоговые проверки, уголовные дела, публичные скандалы. Компромат выбрасывался дозированно, через подконтрольные медиа. Жертва разорялась, теряла репутацию, уходила из игры. А ее активы переходили к бенефициару или его доверенным лицам. К концу жизни Сыдыков понимал, что происходит. Но остановить не мог. У него не осталось инструментов. Архивы украдены. Здоровье разрушено. Ближний круг либо предал, либо отстранился, ожидая развязки. После революции 2005 года многие ожидали, что система Сыдыкова рухнет. Народ требовал справедливости, наказания коррупционеров, построения нового государства. Но новая власть быстро разочаровала. Те же схемы, те же методы, те же лица, только с другими фамилиями. Почему? Потому что бенефициар и его группа перехватили систему, не разрушая ее. Они просто заменили Сыдыкова собой. Компромат продолжал работать. Региональные конфликты продолжали управляться сверху. Теневые финансы продолжали течь в карманы новых хозяев. Граждане протестовали, свергали президентов, требовали перемен. Но базовая структура власти оставалась нетронутой. Потому что новые правители использовали чертежи старого архитектора. Усин Сыдыков мертв. Но его система живее всех живых. Она пережила Создателя и продолжает пожирать страну изнутри. Бенефициар публично никогда не признавал свою роль. Он избегает интервью, редко появляется на публике, живет скромно, по крайней мере, внешне. Но финансовые расследования показывают, его состояние исчисляется сотнями миллионов долларов. Его влияние распространяется на все ключевые сферы экономики и политики Киргизии. Он стал тем, кем был Сыдыков. Только молодым и здоровым. С той же философией власти. С теми же методами. С той же готовностью жертвовать страной ради личного контроля. Цуи бона, кому выгодно. Древний римский принцип расследования. Ищи того, кто выиграл от преступления, и найдешь преступника. После смерти Усена Сыдыкова выиграл один человек. Он получил власть, деньги, безнаказанность. Он унаследовал систему без необходимости ее строить. Он стал хозяином страны, которую разрушал Сыдыков. Был ли он организатором смерти Сыдыкова? Доказательств нет. Болезнь была реальной, естественной, медицински зафиксированной. Но обстоятельства последних месяцев вызывают вопросы. Почему исчезли архивы именно тогда, когда Сыдыков был слишком слаб для борьбы? Почему ключевые люди его окружения один за другим отстранились или уехали? Почему не было попыток спасти систему, организовать преемственность, подготовить наследника? Будто кто-то методично устранял все опоры, на которых держалась власть Сыдыкова. Будто кто-то ждал естественной смерти, ускоряя процесс не физически, но политически. Изолируя, ослабляя, лишая инструментов влияния. А потом, когда смерть наступила, этот кто-то оказался готов.
Готов захватить власть, готов управлять, готов стать новым серым кардиналом. И все же, последний день архитектора раскола начался как обычное утро. 27 декабря 2004 года. Усин Сыдыков проснулся в 6 часов 30 минут, как всегда, даже болезнь не сломила его привычку к раннему подъему. Помощник принес завтрак в кабинет, чай, тосты, яйца в смятку. Сыдыков съел половину, оттолкнул тарелку. Попросил принести документы, которые ждали подписи. Не зная, что через 18 часов его жизнь оборвется. Что он чувствовал в то утро? О чем думал, подписывая последнее распоряжение дрожащей рукой? Мы восстановили хронологию его последнего дня по свидетельствам тех немногих, кто был рядом. Каждый час. Каждое решение. Каждое слово, которое оказалось последним. 7 часов утра. Телефонный звонок от одного из региональных кураторов. Короткий разговор, жена слышала обрывки из соседней комнаты, держите ситуацию. Не позволяйте им объединиться. Баланс превыше всего. Старая мантра, которую он повторял десятилетиями. Даже в последний день жизни Усин Сыдыков продолжал управлять конфликтом. 9 часов. Приезд личного врача для утреннего осмотра. Измерение давления критически высокое. Врач настаивает на госпитализации. Сыдыков отказывается категорически, у меня встреча в обед. Важная. Какая встреча могла быть важнее собственной жизни? Он не объясняет. Просит увеличить дозу лекарств, чтобы продержаться еще один день. Врач колеблется, потом соглашается. Позже он будет винить себя в этом решении всю оставшуюся жизнь. 11 часов. Сыдыков сидит в кабинете, перебирая старые фотографии. Снимки из молодости, когда он только начинал политическую карьеру. Лица людей, которые давно мертвы или исчезли из его жизни. Он достает один снимок, групповое фото, сделанное в 70-х годах. 5 молодых амбициозных чиновников, которые клялись друг другу в верности. Из них в живых остался только он. Остальные 4, один умер при загадочных обстоятельствах, 2 спился и погиб в аварии, 3 эмигрировал и пропал без вести, 4 сидит в тюрьме за коррупцию. Сыдыков смотрит на их лица и тихо произносит: «Мы хотели изменить страну. Но страна изменила нас». Помощник, который случайно слышит эти слова, не понимает их смысла. Только много позже он осознает, это было что-то вроде предсмертной исповеди. Признание человека, который понимал цену своего выбора. 13 часов 30 минут. В резиденцию приезжает посетитель. Без предварительной записи, без объявления. Охрана пропускает его немедленно, очевидно, один из тех, кто имел право на невидимые визиты. Человек проходит в кабинет, дверь закрывается. Что они обсуждали следующие 40 минут, неизвестно. Но помощник, который стоял за дверью, слышал голоса. Сначала спокойные. Потом все более напряженные. Потом крик. Сыдыков, который никогда не повышал голос на посетителей, кричал так, что слова различались через толстую дубовую дверь: «Вы все предатели». Все. Потом тишина. Долгая, тяжелая тишина. Посетитель вышел через 10 минут. Лицо бледное, руки дрожат. Не попрощался. Просто прошел мимо охраны и исчез. Больше его никто никогда не видел. По крайней мере, официально. Помощник заходит в кабинет, Сыдыков сидит в кресле, держась за грудь, дышит с трудом. «Вызвать врача?» «Нет». «Дай мне минуту». 15 часов. Сыдыков вызывает жену в кабинет. Разговор 1 на 1. Она выходит через 20 минут со слезами на глазах. На вопросы отвечать отказывается. Только много позже, спустя годы, она расскажет дочери, что муж сказал ей в тот день: «Если со мной что-то случится, немедленно уезжай из страны».
Забирай детей и уезжай. Не задавай вопросов. Просто уезжай. Она пыталась спросить, что происходит. Он покачал головой: чем меньше знаешь, тем безопаснее. Обнял ее в первый раз за несколько месяцев. Долго, крепко, как будто прощаясь. Она почувствовала, что-то не так. Что-то окончательно сломалось. Предложила остаться с ним. Он отказался: иди. Мне нужно поработать. Это были его последние слова ей. Мне нужно поработать. Даже в конце жизнь для него означала работу. Контроль. Власть. Ничего больше не осталось. 18 часов. Помощник заходит с вечерними документами. Сыдыков сидит неподвижно, глядя в окно. Не реагирует на стук. Помощник подходит ближе, окликает. Только тогда Сыдыков поворачивает голову. Взгляд отсутствующий, будто смотрит сквозь человека куда-то далеко. Просит принести еще чаю. Потом говорит неожиданно: ты молодой. У тебя есть выбор. Не повторяй моих ошибок. Помощник не понимает, о чем речь. Кивает, уходит за чаем. Возвращается через 5 минут. Сыдыков уже лежит на полу. Рядом перевернутый стул. Бумаги разбросаны по ковру. Помощник кричит, зовет охрану, врача. Начинается суета, реанимационные мероприятия, вызов скорой. Но все понимают, поздно. Его земной путь завершился в тот вечер одного в кабинете, где он принимал решения, изменившие судьбу страны. Окруженный документами, которые подписывал до последней минуты. Верный своей роли до конца. Официальное заключение: смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности на фоне хронических заболеваний. Патологоанатомическая экспертиза подтвердила естественные причины. Никаких признаков насильственной смерти. Но вопросы остались. Почему в тот день приходил неизвестный посетитель? О чем они спорили так яростно? Кто этот человек и почему он исчез? Что Сыдыков имел в виду, называя всех предателями? Расследование не проводилось, новая власть не была заинтересована в ответах. Похороны прошли тихо, почти незаметно для широкой публики. Пришли несколько десятков человек. Официальные лица отсутствовали по уважительным причинам, как объясняли протокольные службы. На самом деле, потому что ассоциация с Сыдыковым стала токсичной. Его хоронили как обычного чиновника на пенсии, а не как человека, управлявшего страной четверть века. История начала переписываться немедленно. Был ли его последний день действительно обычным? Или он знал, что конец близок, и потому попытался сказать что-то важное тем немногим, кто остался рядом? Существует версия, которую невозможно ни доказать, ни опровергнуть. Версия о том, что тайный посетитель принес ультиматум. Предложение от группы, готовившей переворот. Уйти добровольно, передать архивы, раскрыть финансовые схемы и получить гарантии безопасности для семьи. Отказаться и столкнуться с публичным разоблачением, судом, уничтожением всего наследия. Усин Сыдыков выбрал третий путь. Несогласие. Непрямой отказ. Он выбрал уйти, не дав им победы. Естественная смерть, которая пришла вовремя, чтобы не дать врагам триумфа. Эта версия звучит как конспирология. Но в стране, где политика и конспирология переплетены до неразличимости, где каждое публичное событие имеет теневую подоплеку, где смерть может быть оружием и защитой одновременно, эта версия не кажется невероятной. Мог ли Усин Сыдыков выбрать момент собственного ухода? Было ли это последним актом контроля со стороны человека, который всю жизнь управлял событиями? За неделю до своей смерти Усин Сыдыков сделал то, чего никогда не делал раньше, позвонил старому другу, с которым не общался 15 лет. Человеку, который когда-то был его доверенным лицом, но после конфликта ушел из политики и переехал в провинцию. Разговор длился всего 3 минуты.
Сыдыков спросил: «Ты помнишь, что мы обещали друг другу в самом начале?» Друг ответил: «Помню. Честь и служение народу». Сыдыков помолчал, потом сказал: «Прости». И повесил трубку. Это был единственный раз за всю его карьеру, когда он извинился перед кем-то. Но извинение ничего не меняло. Система, которую он создал, продолжала работать. Север и юг Киргизии оставались разделенными не только географически, но и ментально. Политики продолжали использовать региональные противоречия для мобилизации электората. Бизнесмены играли на племенной лояльности, чтобы получать контракты. Граждане голосовали не за программы, а за своих. Тройбализм, который Сыдыков превратил в инструмент управления, стал частью национальной идентичности. Поколение выросло, не зная иного способа мышления. Дети учились в школах, где неофициальное разделение на «северных» и «южных» было нормой. Студенты в университетах формировали группы по региональному принципу. Молодые специалисты искали работу, опираясь на племенные связи, а не на профессионализм. Смерть архитектора не разрушила архитектуру. Наоборот. Без создателя система стала еще более жестокой. Потому что исчез человек, который хотя бы частично ее контролировал. Теперь никто не управлял конфликтом, конфликт управлял всеми. Революция 2005 года, которая произошла через несколько месяцев после смерти Сыдыкова, казалась шансом на перемены. Люди вышли на улицы с надеждой. Свергли президента, провозгласили новую эру. Но новая власть быстро обнаружила: управлять страной без использования региональных механизмов невозможно. Элита была структурирована по клановому принципу. Экономика завязана на неформальные сети. Силовые структуры разделены по лояльностям. Любая попытка игнорировать эти реальности приводила к хаосу. И новые лидеры, один за другим, делали тот же выбор, что и Сыдыков — использовать раскол, чтобы сохранить управляемость. Появились новые кукловоды. Люди, которые учились у Сыдыкова или видели, как работает система. Они были моложе, технологичнее, использовали социальные сети вместо тайных встреч. Но принцип оставался тем же: раздели и властвуй. Создавай иллюзию противостояния, чтобы люди не замечали, что реальная власть принадлежит узкой группе, которая не имеет ни региональной, ни племенной принадлежности, только финансовую. Олигархи новой волны были не северными или южными. Они были циничными бизнесменами, которые играли на обеих сторонах, финансируя противоположные политические силы одновременно. Как букмекеры, которые выигрывают независимо от результата игры. Усин Сыдыков создал модель. Его наследники усовершенствовали ее, убрав последние остатки патернализма и личной ответственности. Через 10 лет после смерти Усена Сыдыкова группа молодых активистов попыталась публично назвать его имя как символ всего, что пошло не так в Киргизии. Они организовали дебаты, пригласили историков, журналистов, бывших политиков. Тема: «Как тройбализм разрушил Киргизстан». Планировалось масштабное обсуждение с трансляцией по телевидению. За день до эфира организаторам позвонили. Неизвестный голос. Вежливо, без угроз, просто информация: лучше отменить. Организаторы отказались. Дебаты состоялись, но их никто не увидел. Трансляцию отменили в последний момент из-за технических проблем. Запись мероприятия исчезла. Видео, которое активисты выложили в интернет, удалили через час из-за нарушения авторских прав. Несколько участников получили неожиданные проверки от налоговой. Один потерял работу без объяснений. Послание было ясным: некоторые темы остаются запретными даже через 10 лет после смерти главного героя. Почему система так боится правды о Сыдыкове? Потому что эта правда разрушила бы легитимность всех, кто пришел после него. Признать, что тройбализм был не естественным явлением, а искусственно созданным инструментом, значит признать, что все последующие конфликты тоже управлялись сверху. Что народное возмущение использовалось элитами для перераспределения власти.
что революции были не победой демократии, а сменой бенефициаров. Граждане Киргизии продолжают жить в парадигме, созданной Усеном Садыковым. Они голосуют по региональному принципу, не задумываясь, что это голосование предопределено. Они требуют справедливости для своего региона, не понимая, что сама формулировка «справедливость для региона» — это ловушка. Потому что справедливость не может быть региональной. Она либо универсальна, либо это не справедливость, а лишь перераспределение привилегий между группами. Семья Садыкова распалась после его смерти. Жена действительно уехала, как он советовал, но не сразу. Через год, когда стало ясно, что новая власть не заинтересована в преследовании родственников покойного. Она поселилась в Европе, где прожила остаток жизни тихо, избегая любых контактов с киргизской диаспорой. Дети разъехались в разные страны. Один стал успешным бизнесменом в России, тщательно скрывая фамилию и происхождение. Другой ушел в науку, опубликовал несколько статей об опасности тройболизма для развивающихся стран, ни разу не упомянув отца. Внуки Усена Садыкова растут, не зная, кем был их дед. Им рассказали, что он работал чиновником. Просто чиновником. Семья решила стереть память. Потому что эта память была слишком тяжелой. Наследие Садыкова — не памятники и не улицы его имени. Его наследие — разделенная страна, которая не может найти путь к единству уже 30 лет. Существовал документ, о котором знали только 3 людей при жизни Усена Садыкова. Рукописный текст на 23 страницах, который он написал за 3 недели до смерти. Не мемуары. Не оправдание. Анализ. Холодный, циничный анализ того, как создается и поддерживается система управления через раскол. Своеобразная инструкция для преемников. В документе список ключевых фигур в каждом регионе и клане, механизмы давления на них, слабые точки региональных элит, сценарии провокаций, которые гарантированно разжигают конфликт. И главное, философия власти, сформулированная с беспощадной откровенностью. Народ хочет единства, но боится перемен. Элита требует стабильности, но жаждет наживы. Эти противоречия непримиримы в честной системе. Поэтому система должна быть нечестной. Давайте народу иллюзию борьбы, чтобы они не видели настоящих врагов. Давайте элите инструменты обогащения, но под вашим контролем. Создавайте конфликты, которые можно регулировать. Не доводите до гражданской войны, но и не позволяйте полного примирения. Баланс — вот ключ. Управляемый хаос вместо неуправляемого порядка. Это не слова безумца. Это расчет человека, который понимал механику власти лучше, чем кто-либо в истории Киргизии. А может, и всей Центральной Азии. Документ никогда не публиковался. Копии хранились у 3 доверенных лиц. После смерти Садыкова 2 из них уничтожили свои экземпляры. 3 сохранил. Почему? Потому что мир должен знать. Не сейчас. Но когда-нибудь. Этот 3-й хранитель — пожилой человек, живущий за границей под чужим именем. Он дал единственное интервью для этого расследования. Говорил медленно, выбирая слова. Садыков не был монстром в обычном понимании. Он не наслаждался страданиями. Он просто считал, что его метод — единственный способ управлять страной, где нет сильных институтов, где общество разбито на племена, где демократия существует только на бумаге. Он видел себя не злодеем, а суровым реалистом. Говорил, если не я управляю конфликтом, будет хаос. И он был прав. Посмотрите, что случилось после его смерти. Революции, нестабильность, экономический коллапс. Может, его метод был жестоким, но эффективным. На вопрос, согласен ли он с этой логикой, хранитель качает головой «нет». Потому что эффективность, построенная на лжи и манипуляциях, не может длиться вечно. Рано или поздно ложь раскрывается. И тогда цена будет еще выше. Документ содержал один абзац, который особенно поражает своей откровенностью.
Будущие правители Киргизии столкнутся с выбором: строить долго и честно или управлять быстро и цинично. Первый путь требует поколений, жертв, медленных реформ. Второй путь дает результат немедленно. Большинство выберет второй. Не потому, что они злы. Потому, что они люди. А люди выбирают простые решения сложных проблем. Моя система — это простое решение. Она работает. Она несправедлива. Она разрушительна в долгосрочной перспективе. Но она работает здесь и сейчас. А политика — это искусство здесь и сейчас, а не когда-нибудь потом. Усин Сыдыков прекрасно понимал, что создает. Это не было ошибкой или случайностью. Это был осознанный выбор. Выбор власти над справедливостью. Контроля над свободой. Управляемого раскола над рискованным единством. После публикации этого интервью хранитель документа получил множество угроз. Его обвинили в клевете на память покойного, в попытке дестабилизировать страну, в работе на иностранные спецслужбы. Стандартный набор обвинений против неудобных свидетелей. Но документ существует. Несколько независимых экспертов подтвердили подлинность почерка и подписи. Анализ содержания показал, это мог написать только человек, имевший доступ к глубинным механизмам власти в Киргизии. Правительство отказалось комментировать. Официальная позиция — это частный документ неизвестного происхождения, не имеющий отношения к государственной политике. Но неофициально начались попытки заполучить оригинал. Хранители пытались выкупить, потом запугать, потом подкупить его родственников. Все безуспешно. Он спрятал документ в месте, известном только ему. Завещал передать в публичный архив через 20 лет после своей смерти. Пусть историки будущего судят. Мое дело — сохранить свидетельство. Что показывает этот документ? Что система управления через раскол была не случайностью, не стихийным развитием событий, не неизбежным следствием исторических условий. Это был проект. Тщательно спланированный, методично реализованный, цинично обоснованный. Усин Сыдыков не просто использовал тройболизм, он создал его современную версию. Взял древние родовые структуры и превратил в политический инструмент. Трансформировал культурную идентичность в оружие. Коммерциализировал этническую принадлежность. И самое страшное, он доказал, что это работает. Его метод был скопирован в других странах региона. Консультанты, которые работали с ним, продали знания другим режимам. Киргизская модель управляемого этнического конфликта стала экспортным товаром. Усин Сыдыков умер. Но его идеи распространились дальше, чем он мог предполагать. Экономический след Сыдыкова ведет в неожиданное место. Офшорные счета в 3 юрисдикциях. Недвижимость, записанная на подставных лиц. Компании, чьи реальные бенефициары скрыты за несколькими слоями номинальных владельцев. Финансовые журналисты, которые годами распутывали эту паутину, оценивают состояние, контролируемое Сыдыковым и его ближним кругом, в диапазоне от 300 до 500 миллионов долларов. Откуда такие деньги у государственного служащего с официальной зарплатой в несколько сотен долларов в месяц? Стандартная коррупция? Нет, это была систематическая рента. Каждый крупный контракт в стране проходил через людей Сыдыкова. Каждая приватизация государственных активов оставляла след в виде консультационных сборов. Каждый региональный бюджет перераспределялся в комиссии за посредничество. Но деньги были не целью. Они были инструментом контроля. Сыдыков не жил роскошно. Не покупал яхты и дворцы. Он держал деньги как стратегический запас. Для подкупа нужных людей. Для финансирования теневых операций. Для обеспечения лояльности ключевых фигур. Финансовая империя работала на систему, а не на личное потребление. После его смерти эта империя была быстро растащена. Бенефициар захватил основные активы. Мелкие игроки поделили остатки.
Семья Сыдыкова получила минимум, ровно столько, чтобы жить комфортно, но не настолько, чтобы представлять угрозу новым хозяевам. Это был сигнал: мы сохраним вам жизнь и достаток, если вы останетесь в тени. Семья приняла условия. Альтернатива была слишком страшной. Сегодня в Киргизии не принято говорить об Усене Сыдыкове. Его имя вычеркнуто из официальной истории. В музеях политической истории нет его фотографий. В документальных фильмах о развитии страны его не упоминают. Студенты политологии изучают структуру власти, но не узнают о человеке, который эту структуру создал. Это коллективная амнезия. Удобная. Позволяющая нынешним элитам делать вид, что они строят что-то новое, а не эксплуатируют старые механизмы. А система продолжает работать. Выборы проходят по региональному принципу. Политические партии формируются вокруг кланов. СМИ разжигают противоречия между севером и югом. Молодежь выходит на митинги, искренне веря, что борется за справедливость. Не понимая, что лозунги написаны по лекалам, созданным 30 лет назад человеком, чье имя они даже не знают. Усен Сыдыков мертв. Но его призрак управляет Киргизией до сих пор. Что случилось с теми, кто был рядом в последние дни? Личный врач исчез через месяц после похорон. По официальной версии, уехал на работу в Казахстан. По неофициальным слухам, получил крупную сумму денег и новую идентичность в обмен на молчание. Медсестра вышла на пенсию досрочно и переехала в деревню, где никто не знает о ее прошлом. Помощники разъехались по разным городам и странам. Никто из них не дает интервью. Охранники, которые дежурили у двери в последний день, получили новые назначения в отдаленные регионы, подальше от столицы, подальше от журналистов, подальше от вопросов. Система позаботилась о свидетелях. Не убила, просто изолировала. Сделала так, чтобы их голоса никто не услышал. Семья Сыдыкова живет в изгнании, которое не называется изгнанием. Формально они свободны, могут вернуться в любой момент. Реально, возвращение означало бы немедленное внимание властей, вопросы, расследования, попытки использовать их имя в политических играх. Они выбрали тишину. Безопасную, комфортную, но бесконечно одинокую тишину людей, чья фамилия стала проклятием. Дети не говорят о прошлом. Внуки не знают правды. Память стирается поколение за поколением. Через 50 лет никто не вспомнит Усена Сыдыкова. Останется только система, которую он создал. Безымянная. Вечная. Как будто она существовала всегда. Последний человек, который видел Сыдыкова живым, помощник, зашедший с чаем в 18 часов, живет сейчас в провинциальном городке, работает учителем истории. Он никогда не рассказывал ученикам о том, что работал у человека, изменившего страну. Только один раз, на уроке о политических системах, он сказал фразу, которую запомнили несколько старшеклассников: «Самые опасные диктатуры — те, где диктатор невидим». Где люди думают, что свободны, но каждое их решение предопределено структурой, созданной десятилетия назад. Кто-то спросил, о ком он говорит. Учитель покачал головой: о многих. О слишком многих. Усен Сыдыков не построил монументы. Не оставил книг. Не дал громких интервью. Его наследие не в камне и не в словах. Оно в структуре общества, которое продолжает жить по законам, написанным им. В умах людей, которые думают, что выбирают свободно, но выбирают в рамках, созданных кем-то другим. В конфликтах, которые кажутся естественными, но были спроектированы с холодным расчетом. Это самое страшное наследие, невидимое. Неосязаемое. Почти неуничтожимое. Можно ли разорвать этот круг? Можно ли стереть архитектуру, если архитектор мертв? Ответ – да. Но цена будет высокой. Потребуется поколение лидеров, готовых отказаться от простых решений ради долгих преобразований. Система образования, которая учит критическому мышлению, а не племенной лояльности. Экономика, построенная на законах,
а не на связях. Политика, где побеждают идеи, а не происхождение. Это возможно. Но это требует времени. Много времени. И веры в то, что страна может быть чем-то большим, чем суммы противоречащих друг другу регионов. Усин Сыдыков доказал, что манипуляция работает. Теперь кто-то должен доказать, что честность работает лучше. Что единство сильнее раскола. Что долгая правда ценнее быстрой лжи. И что народ, который знает свою настоящую историю, способен написать новую. Вопрос не в том, возможно ли это. Вопрос в том, найдутся ли те, кто рискнет попытаться.